Здравствуйте. Здравствуй, Иван. Виталий Геннадьевич Растворов, мой братан. Еще один обладатель замечательного буксировщика «Ураган». А теперь, друзья, смотрим ролик, как мы вчера его забирали с транспортной компании, как мы привезли, как мы собрали. Приятного просмотра. Вот он, момент истины. Получаем еще один ураган. 4-й уже в нашем районе. Сегодня 2 урагана ушло в Уктыл. Два таких же. Ураган Сибирь. Народ начинает понимать, что ураган это все-таки лучшая техника. Вот он, красавчик. Стекло уже здесь. Вон стекло здесь. Стекло, буксировщик. А корыто сбоку. Корыто надо сейчас освободить. А корыто сверху придется нам. Корыто сверху на эти. Получается. Не хватает. Доски не дают. Почему? Там же до притык еще есть сантиметр. Как раз. Ну-ка, давай. Сантиметр буквально еще. Нет, там не надо. Еще и второе корыто еще. Вот такое же, как у меня корыто. Вот корыто. Короче, получаем груз. Сейчас приехали за 200 километров. Получаем груз, едем в деревню. И уже темно. Распаковка, скорее всего, будет завтра, друзья. Главное, успели. Главное, мы сегодня это сделали. Главное, все получили. Этот модуль давай. Нет, тоже надо разрезать. Ножик сейчас принесу. Почему? Он отдельно, нормально все. Нет, рядом со мной. К самому корыту. Если не помещается, будем разделять. Должно влезть. Есть Чего? Режем? корыто сверху. Не, нормально. Не надо? Режь. Это отделяем вот это. Это должно отделяться. Нет, стоп. Там же сиденье, ты что? Аккуратнее с ножом. Где режем? Вот ты. Вот тут. Давай. С ножом-то аккуратнее. Вон сиденье же это. Уже проткнул. Ага. Проткнул. Ну зашьё. Аккуратнее, там сиденье. Ну что, немного включив мозги и немного поразмыслив, короче, упаковали мы. Сколько у тебя, Федор, телега? Чё? Прицеп. 2,05 длина. Длина прицепа 2,05. В упаковке ровно стал вот притык от борта до борта. Он получается. Это вместе с досками. Да, ну в упаковке я говорю, вот. Влезла тютелька в тютельку. Потом что? Стекло у нас, как приехало, оно так и есть. Вот это от стекло ветровое от толкача. Дышло. Положили вниз головой, чтобы влезло, пропилили 2 дощечки, чтобы сиденье ушло у нас сюда вниз. Оно уже никуда гулять не будет. Вот у нас оно пластиковая защита от снега. Вот резинка. Дышло закинули вниз головой. Все это привязали веревками сюда тоже. И 2 корыта. Сначала закинули заднее корыто вот черного цвета, которое вот сюда. И сверху сам толкач серый. Все это стянули стяжками. Стяжка 1, стяжка 2, крест-накрест. Сюда подложили, чтобы не резало веревкой. К дышлу прицепа и сзади, чтобы оно фиксирующее. Я так думаю, вполне все крепко, все надежно. Как-то вот так вот у нас. Renault Logan нас
Сейчас повезет в дальнюю Коми деревню, в мою родную деревню Покча. Помчится уже второй буксировщик ураган. Третий, но если считай мой первый, у Игнатова Сани второй. И вот у Виталика будет третий ураган. Все, друзья, помчались. Помчались в деревню. А собирать-то когда? Завтра уже будешь, да, Виталь? Не знаю. На Святой Нет, или сегодня разгул, а что, там в Ухте что, ой, в Троицке оставить. А может его отправим на буксировщике, чтобы он до Покчи прямо, а, нет? Сейчас с А дороги. он с кем будет там выгружать? Ну да. Ладно, все, встречаемся в Стянем деревне. его, да и все. Поехал ураганушка покорять покчинские сугробы. Вот, ехали и приехали. На месте, слава богу. Часика 3 ехали. Ураганчик наш прибыл на место постоянной дислокации. Все четко. Доехал без приключений. Можно будет чуть-чуть сюда, если не Сейчас мы отцепим прицеп и Мы его повернем, как тебе надо. будем выгружать его. На улице поднялся страшный ветрище, потеплело где-то минус 5, наверное, до 7. Теплынь. Сейчас будем выгружать его. 4 градуса. Это вчера было минус 30, сегодня минус 4. Вот такой вот перепад. Ну, вон квадроцикл стоит, техники прибыло. Как настроение, Виталий Геннадьевич? Нормально, хорошее. Я не думал, что так быстро будем ехать, да, я думал, будем 60-70 от силы ползти. А тут под 100 даже давали. Дорога хорошая. Все. Скинули с тележки, прицепа. Что, сегодня будешь собирать или завтра уже? А? Сегодня Да, конечно. Сегодня надо, не будем. Завтра. Чего? А ты мне собрать не поможешь? Ну я-то помогу, а как я приехать завтра? Ну ладно, может это. Рыбалку собрался. А ты завтра поедешь, уедешь, тогда оставайся сегодня. Завтра соберем. Ну сейчас мы это порешаем. Да. Снята упаковка. Все, достали Да, я их нашего урагана. Это вот хондовская запасная прокладка. Хондовская, она вот здесь была. Получается, они что, не поменяли, что ли, родную? Или это запасная идет? Не помню, Ну вот она вот здесь вот идет. Вот хондовская прокладка, она идет вот здесь вот. От бензокрана там она идет. Вот достали. Надо посмотреть в оптиях, у нас запасная была, нет? По сравнению с моим ураган универсалом, который я приобретал 3 года назад, изменения какие? Это вот намного стала лучше крышка. У меня немного она хлипковатая. И я поставил крышку от своего старого мотобуксировщика Йорш. Там у него железная хондовская крышка. Теперь смотрю, здесь крышки уже четко с резьбой. О, раньше здесь были такие хлипенькие крышки на моем. Реверс смотрю. Реверс стал с этой стороны. У меня на моем реверс здесь и звездочка, и реверс у меня все с этой стороны. Теперь это все ушло на эту сторону. Успокоитель. Но это опция дополнительная, это мы сами сделали при заказе. Реверс теперь с передней стороны. У меня был он сбоку вот так вот, и то с той стороны. Удобнее стала ручка. Лифан 20, двигателем помощнее, удобнее стала ручка, чтобы заводить. У меня вот такая маленькая фигня была, но 2 пальцами. Пластмасска у меня вылетела, а об железку пару раз руку я, как говорится, повреждал. Здесь намного удобнее держаться теперь, вот эта ручка. Ну что, Виталий, давай, хозяин, краник открыли, подсос поставили, первый запуск. Смотрим. И выключаем сначала. Не, заводи, все. Включил, так, включил, выключил теперь. Зачем выключил? Включай сразу. Пусть, давай. О!
Янцикадан довелось с первого раза. Друзья, заранее мы не подготавливали, честное слово, мы даже не дергали, потому что мы только вот сняли с упаковки. Пока еще не знаем, для чего эта красная кнопка, потому что инструкцию мы еще не читали. Такой красной кнопки у нас нету. Все делаем методом тыка, так что пишите в комментариях, кто знает, для чего вот эта красная кнопочка. Я так думаю, это подсос бензина, потому что смотри, вон, видишь, глохнет. Да. Подкачка есть. Это, наверное, подкачка бензина, я так думаю. Потому что нажимаю, он глохнет сюда. А зашел она и глохнет. Недавно, неделю назад, в мою деревню тоже приехал один такой же буксировщик, Ураган Сибирь. Александр Игнатов выписал тоже по моему промокоду. Друзья, повторюсь, если заказывать по промокоду Коми Рыбак, этот аппарат вы получите на 4% дешевле. Скидка 4%. Так что имейте в виду, указывайте при заказах промокод Коми Рыбак, и вы получите это все дешевле. Какие будут вопросы, обращайтесь мне в личку. Подскажу, помогу, расскажу, если что, кому какие вопросы будут. Пока греется буксировщик, теперь будем собирать модуль толкач, все устанавливать. И, конечно же, это все вам покажем. Пусть пока поработает на холостом ходу. Вот запасные части. Заказали сечку, цепь, тросик, свечной ключ, вон документация вся, паспорт, Его ключи. все на месте, да. Это один. Ссылка туда. Все, приступаем к сборке. На улице немного похолодало, поднялся ветер. Там крутится вариатор. Немного, конечно, здесь тоже по-другому. У меня вот это все закрыто получается. И сюда я сделал жесть. Кофр у меня немного повыше. И вот так вот жести мы вырезали и сделали полностью, чтобы не попадал снег. Закрыто у меня, короче, все. Вот здесь вот защитный чехол делать. Вот защитный чехол у нас. Это мы, конечно, все потом поставим. Все, приступаем к сборке. Так, друзья, собирайте, снимать не получается, так что... Перки. Так что все-таки решил взять камеру, чтобы немного показать вам это. Вот такие вот запасные втулочки идут на руль. На всякий случай, чтобы поменять. Вот они сюда вот идут. Алеш, вот сюда вот эти запасные пластиковые втулочки. Установили руль. На старом урагане у меня он немного другой. Он у меня просто здесь идет трубка, здесь уже идет усиленный руль, двойная рама получается. И вот это все держится на резьбе. У меня просто идет литой руль по центру. Немного по-другому. И тут с обоих сторон у меня идет с одной стороны, идет насквозь. Это не туда, туда. И на плинты. Все, понял. А что заглушили-то? Да, блин, тарабанит ни хрена нету. Дальше, да? Да, чтобы не улетало. Да. Все. Я уже потерял такую, у меня просто веточка свисала. Все. Теперь что? Освобождаем провода. Отсюда, Получается. Отсюда и туда. А это у нас идет на фару, вот здесь не Да, трогаем, да. Крутим. Это у нас папа, мама. Тросик газа. Что-то. Это тормозной. Это тормоз, да. А газовый его. Фара. О. Ой, у меня тут ничего такого нет, у меня по-другому У тебя, немного. значит, туфта, да? Ну, у меня 3 года назад уже у меня
можно сказать, уже Вы уже враг. ветеран у меня. Специально пускай, сколько он лучкал. Где-то где? Пускай, да? Я не знаю, ощущение такое, что он немного еще стал приземистее. Или то, что он подлиннее стал моего. У меня кажется немного повыше. Кофр 181 литр. Вот кофр здесь пластика. У меня такой же, мне кажется, повыше. Поуже немного. А, еще главный плюс, что поменялось в урагане, это вот эти защелки теперь сзади. Защелки стали сзади. Вон. Такие защелки. Вот такой вот объемный кофр. В чем плюс задних защелок? Это в том, что у меня они еще вот здесь вот по бокам защелкивались. И при езде по густым чепыжникам, по кустам, вот эти защелки просто нахрен вырывало. Вот у меня уже 2 раза вырывало, я ставил новые, опять вырывало. Теперь в итоге я креплю это все с одной стороны проволочкой. Вот это, конечно, большой плюс. Вот сделали новшество. Фаркоп. Появился вот такой фаркоп броневида. На моем урагане еще такого не было. У меня было просто здесь вот такая железная пластинка толстая с дырочкой. И мы здесь все сначала на скобку, потом я уже сам доваривал фаркоп. Такой же фаркоп я сам уже приваривал к раме. Это ушки, которые дают возможность как бы использовать этот ураган классическим методом. Но я думаю, это точно уже ни к чему. Еще один плюс теперь вот натяжка цепи. Вот что появилось теперь, очень удобно. У меня такого еще не было. Вот у меня просто ослабляешь вот раз, два, и с той стороны также 3, 4 болта ослабляешь. И аккуратненько молоточком, топориком тюк-тюк-тюк натянул цепь и фиксировал. Теперь это можно не напрягаясь все затягивать вот этим болтом. Оттянул сколько надо, цепочка натянулась. И зафиксировал, ослабил, натянул и зафиксировал обратно. Появился успокоитель. Но я повторюсь, вот это у нас опция. При желании можно устанавливать, можно и не ставить. Мы не заказали здесь царапки. Царапки не заказали. Но вот место есть, Виталий, для царапок, смотри. Есть, да, вот эти вот сюда, вот если что, при желании можно поставить царапки. Вот эти пластинки вот сюда. На болт, на гаечку тросик поставишь, и оно будет у тебя царапать. Только вот они вот сюда. Место есть для царапок. Вот такие тросики, чтобы смазывало склизы. Так что, если Это потянуть надо, цепь не надо натягивать. Вот эти болты. Эти вот проверь вот эти болты, вот которые держат. Нету. Нижние вот на гусеницы, которые там. А это ты что? Там на 10 надо. По идее надо проверять, но видишь же, все затянуто. Все, папу, маму сделали, да? Провод провели. Просто чешуинда. Инматьки. Кстати, просто вышли. Просто туда засунули, да. А зачем? Не надо на излом, не надо туда. А куда стать куда? Просто сюда также вот этими хомутиками прицепить. Вы не что, сильнее. Да, чтобы на излом не ломалось. Иначе вырвешь провода. Просто потом вот такие же хомутики возьмешь, Виталь. Вот такие. А у меня есть они. Ну вот это и... На излом потом все идет. Это правильно? Нет. Ну вот и все. Тут идет. Вот туда, там так идет. Раз. Сюда. И все, да, пошло. Зачем туда-то пихать было? Я не знаю, он сказал туда. Не надо. Все. Сборка продолжается. Так, вот и Володя подошел. Мой напарник по охоте, будущий покупатель урагана, тоже пришел посмотреть. Ну как его аппарат? Серьезная техника. Серьезная. Друзья, делаем заказ, и скоро мы будем уже делать обзор ураган у Владимира. Так что это будет уже раз, два, три, четыре, пятый, шестой ураган в нашем районе. И 2 урагана на Вуктыле. И еще в России там 1.
которые люди заказали. Что, снимаем, Витя, или это будешь так вот это ездить? Знаем, конечно. Ты что, Давай, снимай селяк. с этой стороны можно было ставить, а что, да, конечно, у нас не делают. Все, красота. А Игнатов Вот любит- эта резинка у меня пустая, вот, конечно, поулетала, все, я просто край покрасил синей краской. Так, И это- все. Возможно, надо. Нет? Да реже убирай, зачем эта пленка нужна? Это от царапин. Ты главное лед потом, Виталий, это ногтем вот так не скреби, когда стекло заиндивеет. Остаются от ногтей царапины, лучше вот ладошкой отогревай вот так вот. Потом у меня мелкие царапины остаются. Может, не Так, а это откуда у вас? Это привязано провода. А, я думал, куда-то вставлять. Слышь? Я назад не оттаскиваюсь. Все, вот так он уже почти обретает вид. Еще натянуть? Становится все красивее и красивее. Вон еще, вот это тоже уберем, наверное, да? Или пусть будет, Виталь. Не, уберем, на, держи. Нашли шестигранник, нет? Не, на, отверткой. Отверткой. Я не знаю, сколько его. Устанавливаем тросик тормоза. Не знаю, правильно, неправильно. С тормозами я сталкиваюсь первый раз. Нам это прижаться, а он у нас на пластик. Вот такой вот. Ну как, где? Назад нет. Блин, тут не перетянуто. Видишь, назад не отходит. А, пружина, может, какая-то должна там быть. Или специально так? А эта пружина не от него? Вот это. А, чтобы нажал на тормоз и все уже. Он не Можно тормозит а еще, можно видишь? Не тормози, давай тогда. Подрегулируйте тогда Еще еще. надо натягивать тросик. Так. До сюда. Тормоза, я вам скажу, нужны, потому что у меня был такой случай. Крупные толстые деревья, крутой спуск, два корыта сзади с людьми. Тут у меня корыто. И не проверив ничего, мы полетели. Полетели капитально. Ураган начал набирать обороты, я даже не выключил. Ну ничего, не выключил, короче, у меня полетел. Спереди дерева я делаю резкий поворот налево. Вот еще У меня потянуть, загибает корыто, и вот кубарем вот так вот все на меня. Два корыта, я повредил колено, сломал рыболовный ящик. Но стекло выдержало, оно вот так вот полностью согнулось, выдержало стекло, как бы не поломали ни корыто, ничего. В таких случаях нужен тормоз. И еще был случай, заметил полынью на реке уже. Тормоза нет, ураган идет, у меня это проскакивает, ураган проваливается в полынью, получается. Вот я еще думаю, вот сюда вот надо придумать какую-то фиксацию, чтобы вот эта рамка гуляет так. А вот когда ездишь по реке, как-то надо придумать, чтобы фиксировать. Видел, да, у меня ремнем-то? В болоте, вот где мы вот весной-то ездим, чтобы ураган не тонул, корыто вот, чтобы держал вот это, надо что-то придумать вот такое, чтобы фиксировать вот здесь и здесь, к рамке вот это надо, что-то вот такое, я думаю, надо придумать. Лично у меня связано все это ремнем, что если уже корыто проехало, уже ремень не даст провалиться урагану. Все, сборка идет дальше. Ну вот, друзья, момент истины. Наступает самый ответственный момент. Ураган мы собрали, поставили стекло, подключили фару, поставили тормоза, как сумели. Не знаю, как оно что пойдет. Кран выставь, все открыто. И все, теперь первый выезд. Первый выезд. Давай. Давай с Богом. Все, защитный стекло. Я почему наоборот скорость Ну-ка, фары проверяй, горит, нет? Горит. Все, фара горит. Пленка какая-то, да, нет? Выключаю, все. Да пусть пленка и горит пока. Что, на скорость отключили? Тихо, ты куда ты, блин, царапаешь? А счастья полные штаны. Вот он, еще один владелец. Еще один счастливый владелец урагана. Ну как ваши ощущения?
сиденье. Все, выезжай там по тропинке на целяк, попробуем по целяку. Правду? Да, что? А туда нет. Целяк, я вам говорю. Все, пошел целяк. Пошел целяк. Плывет. Идет. Фу. Если вы думаете, это наст, это далеко не так. Снег действительно очень глубокий в этом году. Снега очень много. Все, остановился. А, в смысле минимальные обороты? А, ну, самоход. Ну, сейчас подрегулируем. Вот он тонет буквально. Опа. Сантиметров 15-10. Он даже не тонет глубоко. У меня ураган универсал по целяку глубже проседает. Все-таки площадь гусянки имеет значение. Он получается на 30 сантиметров подлиннее и на 5 сантиметров пошире. Вот и вся разница. Тоже, друзья, такой хочу. Ой, как хочу. Все. Леша, а у тебя по целяку сейчас вот так не поедет, да, спокойно? У меня будет тонуть. По дороге своей поедет. Классический буксировщик. 55 у тебя или 50, да, ширина? 50. 50. Буксировщик Форза. Форза, да, у тебя? Да. Тонет сразу по целяку. Этот идет, он только проваливается. Пухляк это, считай, пухляк. Вырубил? Надо отрегулировать минимальные обороты, потому что на малых самоход. Самоход, да, получается, ребят? Нет, тут у тебя уже на минималке. Это все. Это на минималке, это там надо немного подкрутить. Это вон тут. Вон где? А, тут тоже минималка. Не, вон тут этот вон. Листовые отвертки надо. Минимальные обороты. Ладно, посмотрим, попробуем сейчас убавить минимальные обороты, потому что включается самоход. А в принципе самоход потом может уберется, когда переработает время. Ладно, друзья, разберемся. Будем убирать обороты минимальные. Этот нейтралка ставится, Потому что на... получается небольшой самоход. Отвертку надо. Так, убавили холостой ход до минимума, то есть вот этой фигней вот отрегулировали, полностью протолкнули до упора, все, меньше уже сделать никак. Что можно? Все. Ну-ка заведи, сейчас упали, нет холостые обороты? Так, Все, пробуем. скорость пока не врубай. Скорость надо ведь переключать на переготовке. Видишь, меньше, да, стало? Все это самые минимальные обороты, что мы могли сделать. Сейчас не едет. Сейчас не едет, все, самоход пропал, значит все сделали, все получилось, все правильно. Все, отлично. Самоход пропал, значит все нормально. Убавили буквально полсантиметра до, до предела. Сядь, так ты как можешь?
На твердом, да. Тут, я думаю, надо коньки добавлять по бокам. На твердом управление плохое. На снегу, если отлично управляется, на рыхлом, на буранке, то на твердом утоптанном снегу управление очень. Я так думаю, по бокам надо добавить еще пару коньков. Можно сделать с угольника или еще что-нибудь. Ты уже как профессионал. Так, он уже сколько катается? Профессионал уже. Куда хочешь, так и едешь. Молодец. Да ты сядь нормально, Леш. Все, видишь, самоход пропал, да? Вон еще один. А это у тебя что за техника? Динго, у тебя целяк едет? Нет этот, нет? Едет? Вон. Аппарат. Иди покатайся рядом с ним вместе. Не хочешь? Она на пососе. А, понятно. Запасную взял. Че, как рыбалка, Паш? Один карик попался, было грамм 300. А, и все? И все, было Понятно. Как мы видим, в деревнях сейчас тоже на лошадях мало кто ездит. У кого динго, у кого буран. Но в основном от буранов уже отходят. Все пересаживаются на мотобуксировщики. Динго, форза, наверное, 2 форзы. Да, 2 форзы уже. Старый буксировщик 9-сильный, мужика есть, я не помню как название. И вот после того, как я вот 3 года назад приобрел ураган, теперь это вот уже в нашей деревне 3-й ураган. В райцентре 2 урагана уже. И сейчас вот Володя вот катается. Будущий заказчик, еще один, тоже собирается заказывать ураган. И будем мы ездить на весновку теперь уже на 2 ураганах. Вот он испытывает ураган, катается, проверяет что да как, определяется в выборе, думает, что надо, что не надо. Собирается отказаться от ветрового стекла, дабы удобнее было перевозить. Вот он катается на голимом пухляке. Еще не умею ездить, только учусь. Ну как? Вот так. Короче, надо так наклоняться. Ну, Надо наклоняться заранее. ну ничего, какие твои годы? О, остановись, покажи глубину снега. А, Сантиметров 70-80. а валится сантиметров 10, да, буквально? Валится сантиметров 10-15, да? Сантиметров 10 и все. Да-да-да. Да не, я дойду, давай. Ну вот, друзья, еще один снегоход, еще один ураган появился в нашей деревне. Еще один счастливый обладатель этой чудо-техники. Так что все получилось. Ураган, спасибо за прекрасную технику. И жди еще одного заказа. Только что увидели будущего заказчика еще одного урагана. Прощаемся, друзья, ненадолго.
В следующий раз увидимся уже на рыбалке. 2 дня пришлось задержаться, в планах было ехать с понедельника. Но надо было съездить, надо было помочь братану собрать ураган, подсказать, что и как. Теперь дальше, думаю, он сам разберется, что и как. Сегодня едем в райцентр. Короткие сборы. И завтра, друзья, уже встречаемся на реке. До свидания, друзья. До встречи на канале Конь Рыбак. Вот, друзья, Лёшкин аппарат. Форза 15, да? Без толкача ездит. В принципе, по буранке гоняет отлично, уже не пешком. Только забивается, говоришь, воздушный фильтр тоже, да? Я посоветовал ему, как мне посоветовали, убрать картонный элемент, оставить только губку. Сейчас потом, если сделает, скажет там, что как получилось. Куда поехал? Магазин? Давай. Поехал. Два корута цеплял, пятером ездил. На Русалово цеплял. Ну, гору уже не У него поднимает. единственное, получается, его останавливает, это рыхлый снег. Глубокий рыхлый снег. Да. А, катковые, видишь, вот смотри, ты говоришь катковые, у тебя вот столько катков будет, если ты закажешь катковые. Да. А это считай, ты будешь весной ездить по сырой воде, это все забиваться будет сырым снегом, Вов. Так что ты подумай насчет катков, катки или склизы. Я Вове советую склизы, Вова хочет катки. Да. В магазин теперь пешком не ходим. Магазин за водой, на охоту, на рыбалку. Все, пожалуйста. Собака – верный друг человека. 3 фляги поставил, принес, 2-3 рейса готово, все. Он же лошадь держит, и коровы, и, Да? да, и бараны, 20, и кролики, Хозяйственник такой, да? кролики, не знаю, Хозяйственник, рыбак, охотник.